Продолжаем выпуск. Ингушетия в рейтинге движения «Антидилер» по эффективности работы против наркомании находится на 3-м месте. За последние несколько лет уровень наркомании в регионе значительно снизился. Об этом в ходе встречи с главой региона в Магасе сообщил лидер движения «Антидилер», член Общественной палаты РФ, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 по дзюдо Дмитрий Носов. По его мнению, успехи в борьбе с наркоманией в республике достигнуты благодаря грамотно выстроенной политике руководства субъекта по популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи, открытию новых спортивных объектов. По оценке движения «Антидилер», Ингушетия занимает у нас 3-е место, именно по положительной оценке, да, а не по проблемам с наркоманией. И, скажем так, по состоянию наркомании. И 1-е место по положительной динамике сокращения наркомании. То есть просто огромный скачок за 5 лет. Я думаю, все это видят и ощущают. За всю, то есть из всей информации, которую мы получили со всего Кавказа, по Ингушетии был только 1 адрес. Информация подтвердилась, и вот даже глава республики знает про эту, скажем так, наркодилершу, и они знают все, она уже давно скрывается. То есть, как бы, ну, сказать, что это какая-то колоссальная проблема, мы не можем. Да? И уровень действительно наркотизации здесь, ну, чрезвычайно низок. Почему? Потому что работают органы. И второе, что я увидел, и как в прошлом спортсмен могу оценить, это, конечно, развитие спорта. Это огромное количество спортивных объектов. Это потрясающий ледовый дворец, дворец спорта, зал дзюдо имени Халмурзаева, в котором я даже не выдержал и залез по канату 10 метров. Это когда увидел этот канат. Но самый главный показатель, который просто покорил мое сердце, это когда я увидел ночью бегающих маленьких детей, свободно бегающих по улицам, играющих. Это настолько тронуло мое сердце, что я сразу выложил это в историях в Инстаграм, потому что это вот показатели мира и спокойствия, и какого-то счастья. Это вообще самый главный показатель. В рамках встречи Юнусбек Евкуров и Дмитрий Носов подробно обсудили вопрос создания в Ингушетии общественного молодежного движения против аптечной наркомании. Лидер республики сообщил, что благодаря проведенной комплексной работе в Ингушетии приостановлена деятельность аптечных сетей за нарушение при продаже лекарств. Глава республики отметил, что помимо проверок с владельцами аптек проводились разъяснительные беседы о недопустимости продавать молодежи лекарства с психоактивным действием без рецепта врача. Поддерживать такие идеи хорошие. У нас очень хороший проект в стране есть «Трезвая Россия». Да? Вот. Парень там работает. И проект сейчас вот «Антидилер», да, вот, который ты возглавил и повел. Это в любом случае механизмы включения общественников, простых людей, именно в борьбу со злом, который против общества. Да, мы вот сейчас по этой женщине в Карабулаке, там, или по ряду других у нас, не только эта женщина, где мы по закону очень долго должны там что-то делать. Да, по закону. Ну, закону мы не можем поперять законы. Почему? Потому что если один раз там вроде бы там на благо там что-то сделал, и тут же это же может потом пойти уже в другом русле. Конечно, там по закону очень сложно. Вот когда общественники работают, то им несложно и преследить, и показать, и рассказать, ну, какое-то там влияние, а когда это не нарушает законы в том числе. То, что вы хорошие проекты, я там тоже обсуждали, вы не спрашиваете у нас, у власти, где у вас аптеки, где продается лирика там, или наркотики, да? Вы это опросом населения, потому что в соцсетях, не видя вообще совершенно человека, и там ни у кого нет умысла что-то прятать, да? Если оно есть, они про это и говорят.